Здравствуйте, уважаемые родители, коллеги. Разрешите представиться. Меня зовут Минина Татьяна Владимировна. Я воспитатель детского сада 83 города Сыктывкара. Также я еще являюсь консультантом Республиканского консультационного центра. И сегодня у нас консультационный час на тему мнемотехника, что это такое и как она поможет родителям. Так, можете задавать мне в чате вопросы, которые вас заинтересуют. Если что-то еще, какая-то тема вам интересна, моя или другого консультанта, можете обратиться, вот на экране у вас видно, на сайт, официальный сайт консультационного центра, также позвонить по горячей линии, телефона вы видите на экране, ну и на страничке в социальной сети. Итак, начнем. В современном мире наши дети получают огромный объем информации. У них идет полная перегрузка данными. Несмотря на их юный возраст, они умеют пользоваться планшетами, компьютерами, смартфонами. И при этом всем им сложно удержать в памяти большое количество информации, нарушая хорошая память облегчит обучение ребенка как в детском саду, так и в школе. На развитие памяти влияет много факторов. Это, например, сон, еда, атмосфера в семье, совместное чтение, разучивание стихов, ежедневное запоминание информации и прочее, прочее, прочее. Для запоминания информации я рекомендую своим родителям использовать мнемотехнику. И первый вопрос, который возникает у родителей, что такое мнемотехника? Мнемотехника – это совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объем памяти путем образования ассоциаций, то есть связей. Итак, что входит в мнемотехнику? В мнемотехнику входит мнемоквадрат. Что это такое? Это отдельная карточка из изображения с закодированной информацией. Рисунок в квадрате обозначает либо одно слово, либо словосочетание, либо простое предложение. Это может быть как предмет, так и действие. Еще в мнемотехнику входит это мнемодорожки. Мнемодорожка – это последовательность чаще всего четырех, наиболее мнемоквадратов, расположенных линейно. Рисунок в каждом квадрате соответствует или одному слову, например, вот заснул, или словосочетанию. Опираясь на изображение, ребенок может составить историю из нескольких простых предложений, может рассказывать скороговорки, как вот видите на экране. Сидел воробей на сосне, заснул и свалился во сне. В мнемотехнику также входит мнемотаблицы. Что это такое мнемотаблицы? Это таблица, поделенная на квадраты. В каждой из квадратов заложена какая-то определенная информация. Каждому изображению в квадрате соответствует слово или словосочетание. В основе их лежит изображение, составляется рассказ или учится стих. Глядя на рисунки, ребенок может произвести текстовую информацию, так как в этом процессе одновременно задействованы и слуховое, и визуальное восприятие. При помощи мнемотаблиц легко можно запомнить большой объем информации. Следующий вопрос, который возникает у родителей. Какая польза от мнемотехники для детей? И вот вы на экране сейчас видите. Это улучшается память, внимательность, воображение, фантазия. Развивается речь, увеличивается словарный запас. Представления об окружающем мире расширяются. Формируется наглядно-образное
и абстрактное мышление, интеллект. Ребенок учится выстраивать логические цепочки, легко запоминает информацию. А пересказ сказок, рассказов и заучивание стихотворений для дошкольников превращается в увлекательную игру. При помощи мнемотехники можно преодолеть стеснительность ребенка и развивать его общительность. Мнемотехника включает в работу оба полушария головного мозга. Раскрываются творческие способности детей. Вот тут вы увидели, наверное, мнемоника. Это тоже мнемотехника. Это другое слово просто. Так. Итак, следующий вопрос. С какого возраста можно заниматься мнемотехникой? Мнемотехникой можно заниматься от 3 лет и до пожилого возраста. С мнемоквадратом можно познакомить ребенка уже и в 3 года. Но если ребенок хорошо говорящий, бывает и в 2 года хорошо ребенок говорит, можно и в 2 года, ничего страшного. Так, и вызвать у него интерес, так как в этом возрасте дети очень любят рассматривать картинки. В возрасте 4-7 лет уже происходит ознакомление детей с мнемодорожками и с мнемотаблицами. Так как я уже говорила, что с помощью их легко запоминается сложная для восприятия информация. Легко запоминаются стихи, рассказы, скороговорки, загадки, алгоритм одевания, обучение гигиене, изучение цифр и многое другое. Также родителей интересует вопрос: основные приемы мнемотехники. Как же с ней тут работать, с этой мнемотехникой? Так, значит, приведу несколько примеров. Вот, например, надо показать мнемоквадрат, задать вопрос, что это или кто это и что он делает. Смотрим на квадрат, что это? Солнышко. Что делает солнышко? Улыбается, греет, светит. Можно еще вопрос задать, какое солнышко? Веселое, желтое. Также можно зачитать небольшое предложение. Например, медведь живет в лесу. И попросить малыша изобразить его с помощью нескольких мнемоквадратов. Малыш выбирает квадраты и выкладывает их. Затем вы должны попросить, чтобы он это предложение повторил, смотря на квадраты. Медведь живет в лесу. По мере усложнения можно зачитывать 3-4 предложения, а дальше уже небольшие рассказы. Еще как. Ребенку выкладывают мнемодорожку, на которой изображено несколько предметов, и он должен придумать о них рассказ. Этот способ используется для развития воображения. Ну, ребенок один может составить такой рассказ, например, Маша взяла корзинку, пошла в лес за грибами. Другой ребенок может сказать: Маша рано встала, оделась, взяла плетеную корзинку, пошла в сосновый лес или еловый лес и набрала много подосиновиков. Ну, получается смешанный лес. Так, следующий. Для развития памяти детям предлагают выучить стихотворение с помощью мнемотаблицы, на которой каждая строчка стиха соответствует своему изображению. Рассмотрим на примере стихотворения Петуховой Татьяны «Зачем сломали веточку?». Вот. Итак, почему ты плачешь, тонкий тополек? Кто тебя весною так обидеть мог? Росла и крепла веточка, смотрела в синеву. Обломили веточку и бросили в траву. Не услышит больше песен соловья, не увидит солнышко веточка моя.
Росла и крепла веточка, смотрела в синеву. Обломили веточку, бросили в траву. Вот так с помощью мнемотаблицы можно выучить стихотворение. Для тренировки логического мышления малышу дают, например, карточки и предлагают ему разделить по группам. Так, к примеру, например, с профессиями и предметами, которые относятся к этой профессии. Ну, например, вот повар. Что ему нужно? Ребенок должен разложить: плита, доска, кастрюля и поварешка. Для пересказа сказки или рассказа что надо делать? Вот, например, выразительно читаем сказку, опираясь на изображение сначала в книге. Затем читаем рассказ еще раз, указывая на изображение в мнемотаблице, чтобы у ребенка возникали взаимосвязь слова-картинка. Например, стоит в поле теремок. Бежала мышка, увидела теремок и спросила, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет. Обсуждаем изображение, задавая вопросы. Кто первый нашел теремок? Кто пришел за, например, там, лягушкой? Кто пришел потом? А кто сломал теремок? Потом еще раз читаем сказку. Затем просим ребенка пересказать сказку на опору мнемотаблицы. Вот так мы работаем с мнемотаблицей, чтобы пересказать сказку или рассказ. Чтобы составить описательный рассказ по мнемотаблице, например, вот одежды, надо озвучить ребенку вопрос, показывая на квадрат, в котором написан вопрос. Что это? Какого цвета? Из какого материала сделано? Часть одежды, когда носят, кто носит и действия с одеждой. Уточнить у ребенка, понятно ли ему, что нарисовано в квадрате. Если ребенку непонятно, объяснить ему в простой форме. Например, кто носит? Одежда бывает женская, одежда бывает мужская, одежда бывает детская, которые носят девочки или мальчики. Привести пример описания, самому рассказать, взять предмет своей, например, одежды и рассказать. Пусть ребенок угадает, о чем вы сказали. Хотя вы говорите, что это уже юбка, например. Можно даже потом загадывать загадки. Не говорить, что это, а говорить, какого цвета, чтобы ребенок отгадал, какая это одежда у вас. Также можно писать описательные рассказы, построить по таблице. Это про овощи, фрукты, про людей, множество рассказов. Эти мнемотаблицы все есть в интернете, можно скачать. Если ребенок хорошо работает по готовым карточкам уже, то следует ему предложить позаниматься наоборот. Дать ему рассказ, например, или сказку, и пусть ребенок сам нарисует картинки. Вот, например, все догадались, наверное, что это сказка «Заюшкина избушка», да? Вот нарисовал ребенок. При работе с данной техникой надо соблюдать определенные правила. Какие же правила надо знать, чтобы заниматься мнемотехникой? Для того, чтобы занятия проходили с пользой, стоит придерживаться нескольких правил. Сейчас я вам о них расскажу. Начинайте с простого до сложного. Сначала познакомьтесь с единичным изображением, потом постепенно добавляйте сложности, чтобы у ребенка была уверенность в своих силах.
Затем, что еще надо знать? Не загружайте ребенка много. Не стоит ему показывать более 2 мнемотаблиц в день. Если информации будет много, ребенок будет уставать, и ему не будет положительного эффекта от занятий. Изображения должны быть красочными и обязательно цветными, чтобы привлекать внимание ребенка. Так как они быстро запоминают цветные образы, ну, например, солнышко желтое, белый снег, вот, медведь, коричневые леса, оранжевые и так далее. Когда ребенок уже станет постарше, то тогда можно использовать черно-белые варианты и схемы. Меняйте тему занятий, чтобы не пропал интерес. Например, на одном занятии вы выучили стих, на другом рассказали сказку или рассказ, на третьем познакомились с дикими животными. Занимайтесь с ребенком, когда у вас только хорошее настроение и в добром расположении духа. И когда у ребенка есть интерес, заставлять и уговаривать детей не надо. И самое главное, вся работа по мнемотехнике проводится в игровой форме. Заметили, что пропал интерес и внимание? Заканчивайте игру. Продолжить можно в другое, любое удобное для вас время. Так, вопросов в чате нету. Ну вот, сегодня мы поговорили с вами о мнемотехнике и как она поможет родителям. Играйте с детьми. Всего вам доброго.